Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что вас ждет вместе с тем мужчиной, который сейчас у вас в сердце находится. То есть вам нравится какой-то мужчина, либо вы уже влюблены и вместе с каким-то мужчиной. Давайте посмотрим, что вас вместе с ним ждет. Загадайте, пожалуйста, на него и на себя. Мысленно представьте его и себя рядом. Обратитесь к высшим силам, задайте свой вопрос. Пусть высшие силы вам ответят, что вас с этим мужчиной ждет в будущем. Я прошу высшие силы дать мне самую важную, нужную и полезную информацию для вас. Пусть вам откроется то, что вам с этим человеком, кого вы загадали, предначертано. Пусть высшие силы своими руками, пусть сейчас она скрыта. Ничего себе. И любовь, и боль. Ох, аж мурашки, слушайте, меня прям трясет. Аж холод пошел по рукам и по ногам. Ну, вы сами, наверное, все видите, да? Вот оно, ваше будущее с этим мужчиной. Здесь у меня птица, как жар-птица, кольцо. Вот оно, четко показали кольцо и жар-птица. А здесь у нас паук, который спускается вниз, на голубей хочет напасть. Вот один голубь, а вот второй. Вот оно гнездышко. Видите, вот паук четко, вот его попка, тельце, да. Вот голова, а вот они лапы. Три. Спускается вниз, на голубей хочет напасть и гнездо разрушить голубиное. И любовь, и боль. Да, мои хорошие. И то, и то. Прям так четко показали. Сразу хочу сказать, что чувства ваши настоящие. Вы, смотрите, видите этот колокол, который звенит. Вот она вы, а вот он, мужчина. Вы не просто так встретились. Это был зов судьбы, это был зов сердца. Эта душа звала, взывала. Его душа к вам взывала, а ваша душа к нему. Вот этот звон, это звон вашей любви, вашего счастья. И он, конечно же, вас привлек. Вы друг к другу притянулись. Вспомните, как вы познакомились, вспомните, как у вас все начиналось. Вы друг к другу реально притянулись. Может быть, даже вы были давным-давно знакомы, но друг друге не видели. Ну, вы не видели в нем мужчину, он не видел вас женщину, а потом в один момент раз и все поменялось. И потянуло со страшной силой, да. А у кого-то отыграется, что вот встретились и сразу раз и влюбились. Да так влюбились, что вот водой не разлей, да. Это все звон любви, вашего будущего счастья. Прям притянулись, мне идет. Ой, как притянулись сильно. Сейчас у вас какая-то неопределенная есть ситуация, может, даже какой-то конфликт был, либо какое-то недопонимание, может быть, застопорились ваши отношения, может быть, даже вы сейчас и так в разных местах находитесь. Это испытание, это первое испытание, оно же и не последнее, которое вас ждет. Ждет на пути к вашему счастью. Ваше счастье — это как будто бы, знаете, по такой веревочной лестнице на самую верхушку взобраться. Это нужно иметь силу воли, это нужно отказаться от страха, это нужно рискнуть. И настолько верить, настолько доверять друг другу, чтобы вот получилось забраться по этой ужасной, шатающейся во все стороны хлипкой лестнице. Но если вы это сделаете, то вы большое счастье обретете. Вы по-настоящему счастье почувствуете. И счастливой будете до конца своих дней. Если же вы побоитесь, я не вижу для вас другого пути. Да, могут быть другие люди, претенденты, конкретно у женщины, но вы всегда будете понимать, что они не он, да, вас все равно будет тянуть к этому мужчине, потому что вы друг другу по судьбе. Но вот меня очень смущает этот паук, который покушается на счастье этих прекрасных двух голубков, которые гнездышко свили. То есть это как угроза вашей счастливой жизни, семьи, будущему. Смотрите, у кого-то отыграется, что у вашей любви есть противник, есть враг. А у кого-то отыграется, что это чрезмерные эмоции,
черты характера, которые могут включить этого паука, и люди могут разругаться, рассориться. Сейчас я возьму карту, и мы с вами просканируем этого паука. Что за паук? И почему он может покушаться на ваше счастье? Знаете, это даже не просто покушение, это покушение на будущее счастье. Может быть, сейчас что-то такое происходит. Есть какой-то морок, либо кто-то сейчас действует для того, чтобы не дать вам возможности вот свить это гнездо и быть такой вот неразлучной парой счастливой. Давайте посмотрим, что за паук, с чем мы имеем дело. Что за паук? Змея. Все-таки человек. Человек, и по змее, скорее всего, женщина. Женщина, которая противится тому, чтобы вы были вместе, противится тому, чтобы вы создали семью. Ненавидит, когда вы вместе, вы прям раздражаете ее. У вас сильный враг, и я скажу, опасный. Смотрите, и змея, и паук — это прям очень сильная комбинация, негативная, сильная комбинация. Ну, давайте посмотрим, что нужно этой змее. Лиса. Господи, да что происходит? Вот это испытание выпали на вашу пару, на вашу любовь. Смотрите, да, вы не знаете, кто ваш враг, либо только лишь можете догадываться, потому что человек действует очень сильно хитро, так что вот прям не подкопаешься, мастерски, ювелирно, да, манипулирует ситуацией, вносит раздор, рассорки вносит. Тут страх. Смотрите, у кого-то отыграется, что страх разрыва отношений, либо человек очень сильно боится, что вы сойдете и оформите свои отношения. Может быть, вы смотрите на мужчину, который не свободен, да? Не свободен, либо какая-то есть соперница, то есть он свободен, но есть женщина, которая тоже на него претендует. И она очень сильно боится вот любой ценой, чтобы вы только лишь не заключили брак, да, чтобы вы до этого пункта не дошли, потому что ей хочется этого мужчину. Также, возможно, ревнивая мама, которая боится, что вот вы станете законной женой и с места ее, с трона, с престола сдвинете. И также книга может говорить о том, что человек пользуется какими-то запретными знаниями для того, чтобы мешать и разбить вашу любовь. По книге еще могут быть психологические всякие манипуляции, трюки, да, вот внушение, давление, шантаж, гипноз тоже может быть. Что нужно? Для чего? Для чего это все? Для чего это все? А вы узнаете. Вы сами узнаете, каждая сама в свое время узнает. Это тайна, которую вам лично придется раскрыть. И вот когда вы узнаете, для чего этот человек мешает вашей любви, вот тогда все и решится. Тогда все и встанет на свои места. Так, стоит ли вам... Ну вот, смотрите, тут голуби, да, паук спускается, хочет разрушить гнездо, а здесь косой хотят косить гнездо аистов. Понимаете, лишить стабильности хотят. Хорошо, что делать вам? Что вам сейчас делать? Что вам делать сейчас? Что делать вам сейчас? Ну, не бояться трудностей, не бояться этих испытаний, ну, то, что выпало, да, и то, что еще выпадет вам. Ну, потому что я не буду вас обманывать, я говорю, как есть. Я вижу, что этот паук будет пробовать, много раз пробовать разрушить ваши отношения. И каждый раз это будет как испытание для вас, для мужчины, для вашей пары, да, вот совместное испытание. Вам не нужно этого бояться. Знайте, что каждая проблема, каждая трудность, каждое испытание укрепляют вашу любовь, делают ее более запоминающейся, яркой, желанной, да, вот как пробуждают что-то такое глубинное, когда вы вместе боретесь с этими трудностями, когда вы их побеждаете, когда вы вопреки всему и вся идете к тому, чтобы быть семьей, счастливой парой, любящей парой, да, вот это будет помогать. И еще вам совет – не распространяться о том, что происходит между вами и мужчиной, потому что ваш этот тайный враг, враг вашей любви, да, этот человек
получает информацию не от вас, не от мужчины, а от третьих лиц. Да? Потому что есть в окружении мыши, которые сознательно либо неосознанно сливают информацию о том, что происходит в вашей паре. То есть они могут рассказывать о том, что вы ссоритесь, о том, что у вас там все разладилось, о том, что вы в обидах, о том, что мужчина в обидах. И это помогает пауку дальше плести свои эти паутины, интриги плести. Лучше ничего не рассказывать. И мужчине тоже скажите, что вот давай, если вдруг у нас что-то с тобой там против шерсти пойдет, ты никому об этом не говори. Вообще молчи, и я буду молчать. Да? Не нужно нам никого посвящать в нашу жизнь. И это будет правильно. Это будет правильно. Вам все раскроется. Когда вам раскроется, кто истинный враг вашей любви, вот тогда вы с этим человеком и справитесь. Тогда этот человек потеряет возможности вредить вам. Так, карты показали. То есть, скорее всего, вы поймете, кто, и сможете принять меры, да, чтобы обезопасить себя, обезопасить свою любовь. Так, когда будет птица и кольцо? Ну, птица – это исполнение мечты, исполнение желаний. Если вы любите этого человека, он любит вас, то, конечно, вы оба мечтаете сойтись в союз. Когда вот именно эта картинка у вас проиграется? Ну, клевер – хорошая карта. Самая счастливая колоде Ленорман. Когда? Но в любой момент может случиться чудо, мужчина позовет вас в ЗАГС. В любой момент он наденет вам колечко на пальчик, если еще не одел. И в любой момент все может случиться. Но это карта удачи, счастливого момента, счастливого случая. Поэтому в любой момент, мои хорошие, будьте готовы, не капризничайте, если любите его, то соглашайтесь. Вот как позовет, так сразу и соглашайтесь. А у кого-то еще отыграется, что, возможно, даже и самой можно проявить инициативу, но и мужчине сказать, что вот люблю, не могу, хочу, чтобы ты на мне женился. Мужчина тогда окрыленный будет, скажет, да, я этого очень сильно хочу. И все может случиться. Слушайте, чтобы не сглазить ваш расклад после клевера, не хочу доставать, пусть этот клевер останется в вашей памяти, как залог того, что счастье есть и счастье будет. Для вас в любой момент счастье может прийти. Просто будьте поаккуратнее с этим пауком. Не попадитесь в эти паутины. Знайте, что каждая ваша ссора, каждая ваша обида этому пауку на руку идет. Паук этого и добивается. Разрушить гнездо и скушать этих голубей, да, запутать в своих паутинах. Один человек – враг вашей любви, очень хитрый человек, который скрывается. Этот человек может говорить, да я защитник вашей любви, да я за вас, я так хочу, чтобы вы были вместе, да, видеть вас счастливым. На самом деле это человек против. Скорее всего, оно так и есть, да, потому что там была змея и лиса. Хитро поступает, просто в квадрате хитро поступает человек. В лицо улыбается, за спиной, значит, какие-то заговоры, какие-то интриги, манипуляции, ухищрения, да, вот этим занимается. Но мне вот еще идет, что вам то ли снился этот человек в каком-то неприглядном виде. То есть небеса могли подсказывать, давать вам указания, да, кто враг. И еще мне идет, что вам какие-то знаки, сигналы были. Кто-то мог еще подойти предупредить. Вот кто хорошо знает этого паука, вот паучиху, да, например, если это женщина, могли подойти и предупредить. А вы отмахнулись, думаю, да не может быть, да, ну не может быть, ну неправда. Вы больше видите проблему в своем партнере, а партнер видит проблему в вас. На самом деле все ваши проблемы из-за этого паука. То есть не будь этого паука, вы вообще бы никогда не ругались. У вас вообще ничего бы проблематичного не было. Все было бы гладко, прекрасно и шелковисто. Да, уже бы все у вас случилось. Но покуда паук вмешивается, да, вот эти попытки не прекращаются разрушить ваше будущее счастье, ну вот вы ссоритесь. И еще, мои хорошие, видите, паук у вас все-таки спускается вниз. То есть не сейчас, но со временем этот паук точно проиграет. Если бы он поднимался вверх, я бы сказала, что победит паук, да, все-таки сможет разрушить ваши отношения. А тут паук спускается вниз, значит, не сможет. Просто время должно пройти. Вот как только узнаете, кто этот человек, вот имя, да, этого человека, сразу считайте, что вы уже победили. Вот такой момент. Улитка еще мне вот не нравится со стороны мужчины. Но вы должны его понять. Может быть, он не такой быстрый, как вы бы хотели. Может быть, вы из-за этого на него и обижаетесь, да, что он очень медленно развивает ваши отношения. Но
у мужчины есть одно очень серьезное оправдание. Этот мужчина для вас желает самого лучшего. И ему не хочется начинать отношения с того, что вы вместо там мишленовского ресторана, да, кушаете дошираки на кухне. Ему хочется сразу вам все дать. Но сразу как бы только кошки родятся. Да? Нет, ну бывают, конечно, богатые люди. Но я вижу, что вместе вы всего добьетесь. Да? Просто он немножко стесняется того, что у него не так много средств. Вы просто с ним поговорите. Скажите: я люблю тебя любым. Бедным, богатым, неважно. Да? Здоровым, больным. Главное, что мы вместе, а вместе мы всего добьемся. Ну вот эта птица счастья, она четко об этом говорит. Как только будет кольцо, либо мужчина сделает вам предложение, кольцо на палец оденет, либо вы конкретно уже вступите в союз, вот эта птица счастья, она впорхнет в вашу жизнь, в совместную жизнь. Да? Она не прилетит к вам, она не прилетит к нему отдельно. К вам двоим она прилетит, эта птица счастья. У вас все будет замечательно, все будет прекрасно. Наберитесь терпения. Не так близко к сердцу принимайте ссоры, которые происходят с мужчиной, либо то, что вам не нравится в его поведении, в поступках. Опять же, улитку показали, да, что он такой медленный. Знаете, что каждая ваша ссора, обида играет на руку пауку. И не рассказывайте, никому не рассказывайте, что у вас там в отношениях. Потому что если вы не будете рассказывать, вот этот паук, он будет уменьшаться, он будет слабеть. Нет подпитки, да? Нет информации о том, что у вас там происходит. То есть нужно гадать, угадывать, предполагать. Да? Но это уже совсем другая история. Мои хорошие, я вижу, что вы по судьбе, и если вы выдержите все эти испытания, эту боль выдержите, то будет большая любовь, большое счастье будет. Ну, четко показали, тут даже вот вы сами видите, да, все перед вами, вы сами все видите. Мои хорошие, берегите себя, берегите своего любимого человека, берегите свою любовь. И пусть никакой паук в вашей жизни больше не появится. Всем спасибо за внимание, всем пока-пока.